Это без фонограммы. Без фонограммы. Я извиняюсь, честно говоря, есть такое выражение «асланата не заметил». В первом ряду рядом с Робертом Искандаровичем сидит патриарх российской литературы, башкирский писатель, татарский писатель и российский писатель Ямиль Мустафин. Удивительно легендарная личность. Я бы давай хотя бы несколько слов скажете, Вам право дана, можете и ругать меня. Вот когда становится за 90, руки подают уже скорее, чтобы подчеркнуть, что он молодой. Говорит, не торчат, да бошка сюда. Мене Роберт Нікватулін кубик мотор сюляши альмим, но мин эт кубик огним бутылыше. Біздің Сибирьде айталары, мин сені яратам, пойдем к воротам. Дорогие друзья, насколько жизнь странна и интересна. Думал ли я когда-нибудь, когда первый раз, когда председателем был Закинурей, двухметровый татарин, остроумный, начальник разведки партизанского отряда, входит молодой, красивый, да он сейчас черт красивый, и говорит: вот молодой наш писатель, а я курировал, чтобы вы знали немного связь. Вошел, он шутник был Закинурей, удивительнейший. Он говорит: вот я, милючки, скоро буду в Москве, и вас всех стариков выгонит. И Бог овладал. Однажды звонок. Давно, это было уже лет 30 тому назад. Нет, это лет 30 мы познакомились. Лет 15, когда он впервые. Я прихожу в Союз писателей СССР. Михалков ведущий, остроумный, великий человек, добрейший. Ренат, я миловой, вот я в Москве работаю. Я приехал там недалеко, живу рядом, думаю, как же он в Москве вошел. И что странно было, сейчас-то уже не странно. Он задавал мне вопросы, очень серьезные, которые озвучивать не буду. Я отвечал. Потом время от времени, как приезжал в Союз, как там казанский представитель, он вошел сразу, мы сразу, как будто он давно у нас работает. А чтобы так сказал Сергей Владимирович, это надо, товарищи, знать его характер, его ум. И так он быстро вошел в мир московских писателей. Потом я начал, как куратор, интересоваться. Ну как он, не зазнался ли, не забыл ли своих казанцев? Все были довольны, особенно старые, требовательные писатели, живые классики, Гумаров и Баширов, Хасан Туфан, величайший поэт. Они, да, он нас не забывает, Эмиль, да, он нас не забывает. И вот наступил тот день, он стал почтенным возрастом, преобладателем, почтенным возрастом. 70 лет. Всего-навсего на 22 года моложе меня. И вот всегда дают мне, всегда во все времена. Я сейчас заканчиваю, видишь как? Что значит быть пожилым, уже тобой контролирует команда. И для меня настолько радостно это явление было, как будто меня хвалили. Я всех разных спрашивал, и Михалкова спрашивал, и этих секретарей мелких, все спрашивал. Теперь о татарском народе кратко, который многие из вас не знают. Я об этом памятником Мусейджаили говорил.
был величайший полководец, дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Чуйков. Именно он защищал Сталинград. И когда он защищал, в интервью он дает, его спрашивали, ну как, когда вы давали приказ идти в атаку, а там было на одном этаже немцы, на другом мы там итальянцы и так далее, все перепутано. И он ответил, запомните, татары, запомните, и передайте своим. Я, говорит, давал приказ в атаку идти, когда убеждался, что в частях не меньше 50% татар и башкир. Я знал, что атака не захлебнется. Вот оценка. И думаю, и Ренат не зазнался. Мне приятно, что там казанец, когда приезжает, добрые слова говорит. Для меня это самое дорогое, как будто меня хвалит. Хотя я отрезанный кусок хлеба уже. Но мне радостно было, когда мне позвонили, вот так. Я говорю, хоть плоховато себя чувствую, но я обязательно приду к нему, обязательно. Надеюсь, он мне 1,5 минуты даст. Вот он 1,5 минуты, вот он даст. За добрые полезные дела. Я стою первый раз награждаю. Я все уже отрезанный. Вот я протоиерея спрашиваю. Я говорю, мне можно что-нибудь сказать? Ответить. Но я когда в Кремле, понятно. Спасибо, благодарю. Ну, конечно. А храм полон женщинами вот такими же красивыми, как ты, только в раз в 5. Я говорю, отец Георгий, что вы со мной делаете? Я не прибавляю нисколько. Я говорю, что вы со мной делаете? Храм полон красивых молодых женщин, а вы говорите, ему 90 лет. Да разве так любят человека? Кстати, я вас всех люблю. Хотелось бы эту любовь продолжать. Спасибо. Спасибо большое. Arkadaşlar, bizde bayram. Bayram sizlerge yarışıp hazır. Bayram. Allah ey.
ансамблі. Жетекшісі Радик Ябаев. Қадірлі Римас Сафиевич, әр жаңа күн бәхет алып келсін. Алсу таңнан күмсін шатлыққа, яшәу дәрті янсын керегінде, қартайырға бірі де ашықма. Ақ бәхетлер юлдар болсын сізге, күндеріңіз шатлық бізесін. Сәлеметтік сізге, ұлы бәхет, Құдай шуннан мәхрүм етмесін. Дорогие друзья, я сейчас с огромным удовольствием микрофон предоставляю заслуженному работнику культуры России и Татарстана, лауреата «Нет, скажу», Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая, лауреату Международной премии Турецкой Республики, премии стран Азии и Африки «Лотос», литературных премий имени Шолохова и Андрея Платонова, Ринат Сафиевич Мухаммадиев. Жан тынышталып қалды. Білесің, башлағанда мен бір кіші біле есенләшсем де, бір кішіні де көзім көрмеді. Ғафу етіңіз, кімгәдір келіп, жылы сөз айтып, арқадан сүйішіп, есенләшә алмаған болса. Мұнда шын мағынасында мені хұрмет етіп келген кішілер. Өзіміздің культураны, мәдениятны, өзіміздің әдәбиятны, туған тілімізді хұрмет етіп келген кішілер. Шуңа көре де барығызға да бик зор рахмет етесім келе. Мына шушы кешені ұйыштыру жолында мен бір қаршылықта сезмедім. Кімге шалтыратсам да, хатта мына Ямил абайға шалтыратырға да оңайсызландым. Мен айтам, бұршып беру керек емес. Өзі келді. Әлі 92 яшты, әлі ол мені жетеклеп алып көрерге мүмкін болсақ неге. Алла берса, исәнлік саулық болса, келешекте де шырашырда yazsın. Яңа китапларда, тұрмышта, мені бұл кешені ұйыштыруда бик зор ярдәм еткен үшін өзіміздің толы құқықлы вакалатлы вәкилі премьер-министр орынбасары Рауль Калимович Ахметшинға айрықша зор рахмет етесім келе. Ол дұрысын еткенде, әгер де Парижға дәулет ішімнен кетмеген болса, біздің арабызда болар еді. Шулай от, теге үш еткен кебек Ринат Сулейманович Ақшөрінде бүгін Санкт-Петербургта